Башенный комплекс Хой на юго-востоке Чеченской Республики, в Веденском районе, имеет очень важное историческое архитектурное наследие для Чечни, и о нем постараюсь, насколько можно, кратко рассказать. То есть первые башни видели, что идет войско, в основном все войска, все нашествия в эту часть гор шли в основном со стороны Прикаспийской низменности, Дербента шли с той стороны. Дербент шли именно через эти. И, соответственно, на этом пути первая крепость, которая преграждала им путь, это крепость Хой. Хой означает стражники, дозорные, граница, пограничники и так далее. То, что у нас на чеченском языке, если, допустим, мы добавляем Хой к окончанию того другого села, например, Мартан Хой, Ведан Хой, Шел Хой. Хой означает и житель, и в то же время защитник этого села. То есть, оно по себе понятно, что любой житель должен защищать свое село. Поэтому, а это место не привязано ни к одному роду по названию, так и называется просто Хой. То есть дозорная граница, пограничники и так далее. Вот это нюанс. И была единая сигнально-башенная система, которая шла от этого места до самой Грузии, звоните. Известно, что сигнал, который передался по принципу азбука, ну, семафорная азбука, назовем ее огнями, кострами, все такое, говорят, сигнал с утра до обеда шел до самой Грузии и оттуда к вечеру возвращался. Настолько сильно продумана была система башенного оповещения. То есть все башни, они были в зоне визуально видимость друг друга. Например, как мы отсюда, например, видим цитадель Кизиной, дальше он видит Ихарой, он Макажой, Харкарой и так далее. Но очень много башен здесь пострадало еще во времена Кавказской войны. Что самое интересное, равно эти башни, что, наверное, везде взрывались и, понятно, порохом, которая, эта башня, например, была взорвана в 2000 году, это новодел, так называемый новодел. Еще раз говорю, вот здесь должны быть основные ворота, там второстепенные ворота. Единственные два канала, которые заходят в эту крепость, они сегодня открыты. А нужно показать его военное предназначение. Эта башня уникальна по многим своим параметрам. Внизу еще вторая башня. Идеально восстановлена. Проживание, этночасть этого народа, но не мало показано непосредственно его военное предназначение. С этим моментом я сейчас объясню тебе, Умар, где были ворота. Эти ворота шли как мост от башни к этому островку, где в основном стоял дозор. И вот эта дорога, которая сделана брустверы, камни усилены. Все вот эти скальные, получается, проходы усилены камнем. То есть, прежде всего, естественная преграда, скальная преграда, плавно переходили уже на скальные стены. То есть, усиливался его защитный потенциал. К сожалению, мы сейчас видим мирное село с элементами военного предназначения, о котором нам говорят вот эти башни.